В эфире игра «Ума палата». Как известно, Антон Чехов пользовался невероятной популярностью у женщин. Высокий рост, стройная фигура, недюжинный ум и тонкое чувство юмора, хорошие манеры делали его желанным собеседником. Неудивительно, что после переезда Чехова в Ялту его поклонницы также перебрались в Крым. Они часто появлялись неподалеку от писателя, чтобы привлечь его внимание. Вопрос: каким яблочным термином называли этих женщин? Я уверен, что сегодняшние игроки знают ответ на этот вопрос. А пока что познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Меня зовут Бодищева Анна, я студентка филологического факультета СВФУ имени Максима Кировича Амусова. Константин Бородин, студент филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амусова. Константин, вы студент-филолог, поэтому вопрос о женщинах, которые преследовали Чехова, я хочу адресовать вам. Как их назвали? Антоновские, может быть. Антоновские женщины? Вы сказали, с яблоками связан вопрос. Антоновские яблоки, быть может, антоновские женщины, считаю я. Однако, если быть более точным, то, конечно же, не антоновские женщины, а антоновки. Я знаю, что и вы, подобно им, перебрались из Забайкальского края в Якутию. Что вы здесь потеряли? Скорее, что я здесь нашел И что нашли? невероятных товарищей и спокойствие в душе, гармонию нашел я здесь. Мне очень нравится Республика Саха, и я с большим трепетом отношусь к традициям народа Саха, изучаю якутский язык. А что желаете обрести на нашей передаче? Зачем сюда пришли? Пожалуй, мне очень интересно поучаствовать в такой интеллектуальной передаче. Меня еще с детства интересовали подобного рода, так сказать, игры телевизионные. Почему бы нет? Анна, вы также студентка-филолог. Тем не менее, вопрос будет не оригинальным. Как вы считаете, человеку достаточно прочитать ряд художественных произведений для того, чтобы считаться эрудированным, или все-таки эти знания должны были быть энциклопедическими? Мне кажется, знания получаются не сколько из книг, сколько из обычной жизни. Общение с людьми, просмотр каких-то телепередач, в том числе чтение книг. Все это составляет наши знания. Поэтому, скорее всего, чтение книг – это лишь доля того, чтобы стать эрудированным. Спасибо за пафосные слова. Попробуем вас проверить. Последняя книга, которую вы прочитали? Это был роман Колин Маккаллоу «Поющий в терновнике». А какую книгу посоветуете нашим телезрителям? Наверное, прочитать автобиографический роман Джанет Уолс «Замок из стекла». Итак, игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что перед вами находится черный ящик, в нем 2 шара красного и синего цветов. Вам нужно будет вытянуть шары. Первым отвечает тот, кто вытянет шар красного цвета. Приступайте. Анна, вы получили преимущество. Это означает, что вы будете отвечать первой на вопросы первого раунда. Пока что верните шары на место, и мы будем начинать. Познакомлю вас с правилами. В нашей игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В финал выйдет тот игрок, который наберет наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Анна, каким образом размножаются омары? Пас. Константин, как дюймовочка попала в страну эльфов? На ласточке. Верно. Анна, 2 дочери, 2 матери, да бабушка с внучкой. Сколько всего человек? 3. Верно. Константин, морские гигантские разрушительные волны называются? Цунами. Верно. Анна, время одного тайма в хоккее с мячом? 3 минуты. 45 минут. Константин, начало Второй мировой войны? 1939. Верно. Анна, настоящая фамилия Владимира Ильича Ленина? Ульянов. Верно. Константин, бог солнца у древних египтян? Ра. Верно. Анна, гладиатор, руководитель восстания рабов в Риме? Пас. Спартак. Константин, кто совершил кругосветное путешествие? Гук.
Магеллан. Анна, как называется искусство создания букетов? Икебана. Верно. Константин, как назовите автора картины «Три богатыря»? Васнецов. Верно. Анна, столица Италии? Рим. Верно. Константин, кто помог Чиполлино бежать из тюрьмы? Редиска. Крот. Анна, олимпийский девиз? Быстрее, выше, сильнее. Верно. Константин, что может получиться, если в раковину моллюска попадет песчинка? Жемчуг. Верно. Анна, у какой единственной рыбы горячая кровь? Пас. Тунец. Константин, неглубокая пещера. Впадина. Грот. Анна, кем по профессии был Гулливер? Пас. Судовой врач. Константин, еврейская церковь? Синагога. Верно. Анна, какая страна подарила США статую свободы? Франция. Верно. Константин, на каком материке находится пустыня Гоби? Евразия. Верно. Анна, как в русском языке в предложении выделяется обращение? Запятой. Верно. Константин, как называется неорганическая кислота, которая обозначается формулой H2SO3? Серная. Сернистая. Анна, какая физическая величина определяется отношением массы тела к занимаемому объему? Пас. А правильный ответ – плотность, время вышло. Итак, первый раунд завершен. Анна, как вы считаете, кто победил? Я думаю, что Константин. Сколько он дал правильных ответов? Больше 5, думаю. А вы? Меньше 5. Понятно. Константин, вопросы вам показались легкими или сложными? Относительно по химии, вот, допустим, да, сложноват вопрос был. А какой вопрос вам показался легким? Ну, про еврейскую церковь был несложным. И Тем не менее, вы задумались. вспоминал. Мгм. Кто победил в этом раунде? Я не считал ответ. Хорошо, давайте узнаем. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. Всего я задал вам 25 вопросов, при этом Константин дал 8 правильных ответов, Анна – 7. Это означает, что Константин будет первым отвечать на вопросы второго раунда. Напоминаю, что переход хода в следующем раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, который всегда дает правильные ответы, может не оставить своему сопернику ни единого шанса. Итак, второй раунд. Константин, что измеряет гигрометром? Пас. Влажность. Анна, с какого возгласа начинается бой в фехтовании? Пас. Але. Константин, сколько лапок у краба? 6. 10. Анна, каким коротким словом называет единицу наследственности живых организмов? Клетка. Ген. Константин, у Аргентины граница длиннее с Чили или с Боливией? Чили. Верно. Константин, какой ремесленник использует в работе шило и дратву? Слесарь. Сапожник. Анна, под каким псевдонимом выступает актриса Шерилин Саркисян? Пас. Шер. Константин, какое вещество переходит в кровь в воздух благодаря работе легких? Кислород. Углекислый газ. Анна, в каком направлении дует северо-восточный ветер? Юго-запад. Верно. Анна, у какого музыкального инструмента несколько клавиатур и большое количество труб? Орган. Верно. Анна, сколько дней, по мнению писателя Джона Рида, потрясли мир? Пас. 10. Константин, сколько струн у скрипки? 3. 4. Анна, как звали великого персидского поэта и математика, предложившего календарь более точный, чем современный григорианский? Пас. Мархаям. Константин, псевдоним какой женщины-шпионки в переводе означает «око зари». Пас. Матахари. Анна, как в биологии называют виды организмов, обитающих по всему земному шару? Пас. Космополиты. Константин, как называется изменение формы глаголов по лицам и числам? Называется измерение. Спряжение. Верно. Константин, для какого инструмента написана лунная соната Бетховена? Для фортепиано. Верно. Константин, как называют ситуацию, когда все билеты на спектакль проданы? Аншлаг. Верно. Константин, как называют, кого называют зубастым китом? Касатка. Кашалот. Анна, где спрятался седьмой козленок? Пас. В печке. Константин, кто из героев сказки «12 месяцев Маршака» подарил главной героине колечко? Апрель. Верно. Константин, место впадения реки? Устье. Верно. Какой город величали господин Великий? Новгород. Верно. Константин, как звали мать Иисуса Христа? Мария. Верно. Константин, спортсмен, поднимающий одной рукой слона? Шахматист. Верно. Время вышло. Итак, второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. Всего во втором раунде я задал вам 25 вопросов. При этом Анна дала 2 правильных ответа, а Константин снова 8. Константин, постоянство – это про вас? Знак бесконечности. 8. Вы так решили метафорически. Да. Много для вас? 8 правильных ответов за раунд.
Вы такой счастливый? Достаточно. Не очень. Анна, какой опыт все-таки вы для себя заберете после участия в нашей игре, ибо вы проиграли? На самом деле большой, потому что я осознала, что мне нравится участвовать в таких передачах. И, А вы не осознали, что вы мало знаете? Осознала, но это будет хороший толчок к тому, чтобы получить больше знаний. Ладно. Анна, что можете пожелать Константину, своему коллеге? Пожелаю удачи и пожелаю пройти финал. Хорошо, принято. А что вам помешало пройти в финал? Ум Константина. Хорошо, юмор мы ценим. Спасибо за игру, до свидания. Константин, готовились ли вы к игре? Нет. У меня есть девиз жизни, который я взял из строк своего стихотворения. «Август» оно называется. И звучат эти строки так. «Хорошо бы, чтоб кровь не остыла, хорошо бы, чтоб я не угас». Константин, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз нашей игры «Ума Палата». Это 100 тысяч рублей. Константин, по отношению к какому треугольнику можно применить теорему Пифагора? Прямому. Прямоугольному треугольнику. Как называется закон, который говорит, что на тело, погруженное в жидкость, действует сила, равная силу, весу, объему вытесненной жидкости? Закон Архимеда. Верно. К какой системе органов человека относится селезенка? Кровеносный. Иммунной. Как называется расположение предметов на рисунке, соотношение их объемов, цвета и тени? Пас. Композиция. Как в русском языке называется та часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его? Указывает на предмет. Наречие. Позор. Местоимение. Какое растение является близким родственником товара? Томата, огурец или картофель? Картофель. Верно. Какая группа островов дала название облегающим брюкам длиной до колен? Бриджи. Бермуды. Какой молочный продукт является основой для приготовления пасхи? Кулич. Творог. Какое английское слово недавно проникло в русский язык и безопасно лишь для женщин? Пас. Шопинг. Какое вещество является основным компонентом кислотных дождей? Кислота. Вода. Время вышло. Итак, за время 3-го раунда я задал вам 10 вопросов. При этом вы дали только 2 правильных ответа. Это означает, что в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20 и покидаете нашу игру. Что-то скажете на прощание? Я Зрителям. желаю, зрители, дорогие, удачи. Оголор, удачи вам! До свидания. Это игра «Ума Палата». Игра, в которой благодаря своему интеллекту, азарту и удаче можно выиграть 100 тысяч рублей. Удастся ли это сделать нашим следующим игрокам? Узнаем прямо сейчас. Это игра «Ума Палата». Имя этого человека считается одним из самых известных в мировом кинематографе. Его называют королем ужасов, отцом триллера и одним из первых режиссеров, сформировавших свой узнаваемый авторский стиль. Однажды он сказал: «Когда я сочиняю истории, меня более всего волнуют не характеры, а лестницы, которые скрипят». Кому принадлежат эти слова? Этот вопрос я хочу адресовать нашим сегодняшним игрокам. Давайте познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Ланура, певица, радиоведущая. Саргалана, научный сотрудник. Кланура, считаете ли вы себя азартным человеком? Да, считаю. А эрудированным? 50 на 50. Как вы определили 50 на 50? Ну, мне Каким очень методом? Мне очень нравятся интеллектуальные игры. Люблю угадывать всякие викторины, интеллектуальные вопросы. Интеллектуальные вопросы любили в школе? Какой предмет вам давался больше всего? Больше всего давался русский язык, литература, математика. Противоречивые интересы математика и литература. Ладно, проверим ваши знания в игре. Саргалана, вопрос об известном кинорежиссере. Я хочу адресовать именно вам. Знаете ответ? Хичкок. Какие-то можете назвать его работы? Сразу нет, наверное, не смогу. Как настроены на игру? Немножко волнительно.
Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы побороться за приз в 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо одновременно вытянуть шары. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым на вопросы первого раунда. Приступайте. Красный. Синий. Саргулана, вы вытянули шар красного цвета. Это означает, что вы будете отвечать первой. Верните шары на место, и мы будем начинать. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В финал выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Я задаю вопросы по очереди. Первый отвечает Саргулана. Итак, первый раунд. Саргулана, какие острова названы в честь испанского короля Филиппа II? Пас. Филиппины. Кланура. В каком городе были построены первые корабли российского флота Петра I? В Санкт-Петербург. Воронеже. Саргулана, назовите автора пьес «Клоп» и «Баня». Маяковский. Верно. Кланура. Что означает по-итальянски слово «опера»? Пас. Труд сочинения Саргулана. На каком озере произошло ледовое побоище? Чудская. Верно. Кланура. Сколько листьев у ландыша? 3. 2. Саргулана. Как называют судно с 2 корпусами, соединенными сверху? Пас. Катамаран. Кланура. Сколько звуков в слове «рассеянный»? 2. 9. Саргулана. Что жевали звери из сказки Чуковского до встречи с тараканом? Боже. Пас. Пряники. Кланура. Название велосипеда для 2 человек. Пас. Тандем. Саргулана. Сколько лет 20-летнему человеку было 4 года назад? 16. Верно. Кланура. Название профессии дрессировщика собак. Дрессировщик. Кинолог. Саргулана. На каком щипковом инструменте играли сказители былин? Гусли. Сколько лет заняло строительство Миланского собора? 10 лет. 579. Саргулана. По каким по счету буква мягкий знак названия последнего месяца осени? Саргулана. 6. Кланура. Какой из чудес света можно наблюдать сегодня воочию? Кланура. Пас. Пирамиды. Саргулана. В каком году впервые произошел кислотный дождь? Пас. 1852. Кланура. Самый распространенный жанр литературного творчества среди школьников. Сочинение Саргулана. Кто провел 28 лет на необитаемом острове? Господи. Вы не знаете, Кланура, в Японии этот предмет называют. Герой Дефо. Господи. Робинзон Крузо вспомнила. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. Всего я задал вам 19 вопросов. При этом Кланура дала 0 правильных ответов, Саргулана 5. Кланура, где обещанный 50 на 50? Я переволновалась. Вот слово сочинение вылетело у меня с головы прям от волнения. То есть это ранняя деменция, Да. это волнение, но не отсутствие знаний. Кланура, ведь вы не смогли ответить на вопрос о дрессировщике собак. Вы сказали, что дрессировщик собак Да. это дрессировщик? Я так и ответила, да. Переволновалась. Да, кинолог, да. Единственное сохранившееся чудо света. Пирамиды вы также не назвали. Пирамида. А другие назовете? Ой, 7 чудес света было, да? 8. Их было 7. Пирамида Хеопса. Так. Сейчас не могу. Ну, собственно говоря, и все, по вашему мнению. Понятно. Саргулана, как вам первый раунд? Растерялась, честно говоря. Могла дать больше правильных ответов. Я не успеваю на отведенное время сосредоточиться. Вы также находите себе оправдание. Ладно, посмотрим, что покажет второй раунд. Тем не менее, Саргулана, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете отвечать первые на вопросы второго раунда. Переход хода во втором раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, всегда дающий правильные ответы, может не оставить своему сопернику ни единого шанса. Саргулана, кого в первом десятилетии советской власти называли шкрабом? Пас.
Кланура, школьный работник. Кланура, какой царицей была роковая девица из пушкинского «Золотого петушка»? Пас. Шамаханская Саргалана, как зовут древнегреческую музу легкой поэзии и комедии? Пас. Талия. Кланура, как другим словом назвать выигрыш игрока, проигравшего ранее? Пас. Реванш. Саргалана, кому из поэтов принадлежат стихи «Весна идет, весна идет»? Весне дорогу. Ёпа. Тютчев. Кланура, что завещал Ленин? Учиться, учиться. Еще раз учиться. Кланура, чему равно число Google, от которого произошло название поисковой системы Google? 8. Единица со 100 нулями. Саргалана, на каком фронте была оттепель, которая поется в песне «Давай закурим» из репертуара Клавдии Шульженко? Западно. На Южном фронте. Кланура, какой античный бог известен по псевдонимам Феб? Пас. Аполлон. Саргалана, чему приблизительно равен 11 год? Времени, за который свет проходит... 10 триллионов километров. Кланура, какой чин при дворе царя Федора Иоанновича имел Борис Годунов? Пас. Конюши. Саргалана, как в советское время называлась Тверь? Калинин. Верно. Саргалана, памятником кому, по словам Агюста Родена, является его известная скульптура «Мыслитель»? Пас. Французским рабочим. Кланура, кто носил фамилию Мориарти, который использовал Конан Дойль для образа гениального злодея? Пас. Соученик по колледжу. Саргалана, как называется индейская игра с обручем и жестом? Пас. Пятки. Время вышло. Второй раунд завершен. Теперь сухие цифры. Всего за второй раунд я задал вам 15 вопросов. При этом Саргалана дала 2 правильных ответа, Кланура только 1. Кланура, вы ответили на вопрос о завещании Ленина. Учиться, учиться и еще раз. Учиться. Да, это правильный ответ, единственный ваш за всю игру. Да. К сожалению, да. Ну, звучит весьма символично. Видимо, нужно учиться, да? Вопросы у нас, мне кажется, сегодня достались немножечко сложные, да еще волнение есть. Вроде бы. Но 50 на 50 все равно не устраивается. Ну, сегодня, как говорится, так. Мгм. Поэтому в следующий раз, когда вас спросят уровень вашего интеллекта, не говорите, что 50 на 50. Мы благодарим вас за игру, тем не менее. Хотим с вами попрощаться уже сейчас. До свидания. До свидания. Да. Саргалана, первые 2 раунда показали, что? Каков ваш уровень интеллекта? 50 на 50? Примерно, наверное, так. Ну и у вас 50 на 50, тем не менее, тоже не выходит. Ровно 1 минуту я задаю вам вопросы. Вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за наш главный приз – 100 тысяч рублей. Я напоминаю, что за этот куш вы сможете побороться в конце телевизионного сезона. Саргалана, как звали мальчика, упустившего из бутылочки старика Хаттабыча? Волька. Верно. Кто в 19 веке назывался целовальником? Пас. Продавец вина. Как в трагедии Шекспира Отелло поставил точку в жизни Дездемоны? Задушил. Верно, после этого заколол кинжалом. Кто из этих русских писателей не был лауреатом Нобелевской премии по литературе? Бунин, Пастернак, Булгаков. Булгаков. Верно, что дама не сдавала в багаж? Гордину, диван, сумку, маленькую собачонку. Гордину. Сумку. Какой продукт в разных странах называют папиной бородой и бабушкиными волосами? Пас. Сахарная вата. Какое астрономическое явление жители Земли могут наблюдать раз в 75-76 Самиту лет? Галея. Верно, название какого алкогольного напитка переводится с немецкого как полынь? Вермут. Верно. В какое созвездие входит звезда Шаула, название которой переводится как «поднятый хвост»? Пас. Скорпион. Кто амнистировал всех оставшихся живых декабристов, сосланных на Кавказ из Сибирь? Александр II. Верно. Героем какого произведения Гоголя является Иван Добровольский? Пас. Повесть «Нос». Время вышло. Стоп, минута прошла. Саргалана, игра завершена, можно выдохнуть. Какие ваши ощущения после игры? Можно уже расслабиться и не пытаться зарабатывать очки. Очень быстро все. Не хватает практики. Как вы считаете, сколько правильных ответов вы дали в 3-м раунде? Около 10. Около скольки? Я за общую говорю. Ага. А за 3-й раунд? Наверное, 3.
Мгм. За третий раунд я задал вам 11 вопросов, при этом вы дали 6 правильных ответов. Да, в принципе, 50 на 50 получилось, но не за всю игру. Это означает, что в последнем решающем раунде вам не удалось набрать 20 правильных ответов, и вы покидаете нашу игру. Хотите что-то сказать на прощание, передать кому-то приветы? Или Спасибо уйдете за- молча? Спасибо за игру. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». И вновь денежный приз остался у меня. Может быть, кому-то все-таки улыбнется удача. Было бы замечательно. Но об этом мы узнаем через неделю.